не нужно слов, когда я станет. Этим мы едины. Моя Мордовия – зажигательный ритм. Представители 60 стран мира, в том числе уроженцы Зимбабве, Ирана и Туркменистана, учатся и живут в Мордовии, где они, можно сказать, уже слились воедино с местным народным колоритом. Именно это и хотели показать молодые кинематографисты из Саранска Евгений Зинкин и Кирилл Киреев. Вот так по-молодежному, креативно и нестандартно. Пели с ними макшанско-эрзянские песни, танцевали мордовские танцы. Хотя ребята не из профессионалов, они пока учатся в ВУЗе и с нуля поднимают студенческое телевидение. Мы реализуем различные видеоматериалы, как студенческое телевидение себя позиционируем, так и снимаем социальные проекты, проекты для, допустим, сотрудничаем с МВД, вообще с нашим регионом, то есть много-много различных видео снимаем. Среди участников пятого туйвежа как любители, так и профессионалы. И что отрадно, очень много молодых лиц, в том числе и в составе жюри. Сонна Ноусуниеми из финского города Иннари не только создает фильмы, но и руководит кинофестивалем «Саамов» «Зарисовки Заполярного севера». Гостья из Суоми уже успела оценить некоторые работы фестиваля и по секрету поделилась. Посмотреть есть на что. Сама она из Финляндии привезла 2 фильма. Один мультипликационный, созданный школьниками, второй документальный. Документальный фильм про Саама, который вернулся в свое родное село, чтобы взрослых и детей учить родному языку. По-моему, это очень близко также и для коми народа. В этом году зрителям есть на что посмотреть. Если в 2009 году первый фестиваль финно-угорских визуальных искусств принял только 12 работ, то на 5-й поступило 152 заявки. Фильмы прислали даже из Луганска. Правда, конкурсный отбор прошли только 52 картины. Члены жюри на этот раз были настроены жестко. Сегодня главное не количество, а качество. Самое удивительное, может быть, не удивительное, а интересное в том, что люди, у которых были на первых фестивалях наших работы, достаточно слабые еще. Они сейчас присылают работы, они приезжают к нам как участники конкурса, и они уже, если не профессионалы, то очень-очень продвинутые, как сейчас принято говорить, любители. И они достаточно, как сказать, уже подход профессиональный. Не все получается, конечно. Но люди растут. Видно прямо как на глазах растет мастерство и операторское, и режиссерское, и звукооператорское, звукорежиссерское. И сам процесс видно, что организован уже по-другому. Требования другие предъявляют они к себе прежде всего, а это сразу видно на экране. И, разумеется, открытие фестиваля не обошлось без традиционного битья посуды. Виталий Лифлянский, главный по тарелкам, как пошутили ведущие, уже приготовил блюдце с бантиком и молоток, что особенно пришлось по душе председателю жюри, выдающемуся кинооператору Ленинградской студии документального кино, профессору Санкт-Петербургского университета Николаю Волкову. Наконец-то у вас я вижу порядок. Потому что на самом деле очень на многих фестивалях, иногда бывает на площадках съемочных, почему-то тарелку разбивают о головку штатива. Я думаю, лучше бы они стукнули по своей голове, потому что головка штатива ценнейший, изобразительный аппарат, сложный. Раз, два, три. И, наконец, туйвеж обзавелся своей статуэткой. Это уменьшенная копия дерева победителей, которое выросло на 4-м фестивале в Финно-Угорском этнокультурном парке. На этом арт-объекте вместо плодов кадры с именами победителей. Послезавтра их станет еще больше. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.